Это интервью точно понравится вашим мамам и папам, а может быть даже бабушкам и дедушкам. 20 лет назад на школьных дискотеках звучали не треки Дани Милохина и Артура Бабича, а их песни. Краше всех девочек 90-х, группа «НАНА». Как часто на данный момент вы играете концерты? Стабильно играем, как обычно. Ну, не так, как в 90-е, конечно, не по 100 концертов в месяц, но нам хватает. Были ли переломные моменты в истории вашей группы за 33 года с даты основания? Их было много, это очень долго перечислять, сейчас бы программы не хватит, сколько было переломных. Смотря что считать переломными моментами. А что вы считаете переломными моментами? Это судьбоносные моменты. У нас каждый концерт судьбоносный. Ну, во-первых, в жизни страны очень много переломных моментов было, которые и нас коснулись, и участниками которых мы были. И были переломные моменты и в судьбе группы, когда мы уезжали из страны, работали за границей. Меняли стилистику полностью, то есть сначала это было танцевальное, театральное, театрализованное шоу, сейчас это больше инструментальная, вокальная команда, именно музыкально такая мощная. То есть менялась специфика вообще исполнения. Зинаида, ты моей любимой уставшая планета, для тебя моя любовь открыта. Я прощаю, но обида не забыта. Зинаида. Вы завели TikTok аккаунт. Зачем? Давно уже завели TikTok аккаунт, мы на самом деле. Но он как-то сам завелся. Он у нас уже завелся еще в 2019 году, перед пандемией. Уже развели, наверное. Ну, на самом деле, мне кажется, у каждого TikTok есть аккаунт. Как это? Что значит зачем? Это же вот тренд, это надо. Обязательно. Плюс очень интересно снимать всякие ролики, какие-то, может, коллаборации с блогерами. Какие-то интересные моменты, и это все работает, это все привлекает аудиторию, людям нравится. Там миллионы просмотры, почему бы нет? Вот как раз на этой же площадке завирусился после стольких лет ваш трек «Фаина». Она завирусилась. Как вы думаете, с чем это вообще связано? Это связано, наверное, с самим треком, потому что трек неубиваемый, трек долгоживущий, и несмотря на то, что он был создан в 92 году, песня «Фаина» была создана в 92 году, сейчас она нашла признание у очередного поколения, и это здорово. В 2020 году группа «НАНА» заводит TikTok-аккаунт, куда постит юмористический контент и набирает 60 тысяч подписчиков. Одновременно с этим на этой площадке вновь обретает популярность их трек «Фаина», который они записали аж в 1992 году. А уже в 2021 с этой песней создается мышап. Он стал настолько популярным, что под него начинают снимать блогеры с галочкой, танцоры и даже сама группа. А многие люди, особенно молодежь, перестают воспринимать оригинал трека. Как думаете, что лучше, делать музыку, которая нравится вам, или которая больше зайдет публике? Мне кажется, нужно задача музыканта воспитывать публику и доносить до публики то, что ему нравится в первую очередь. Ксения Шитова И группа «НАНА» специально для Горы Новостей.